Добрый вечер. В эфире телевизионные дебаты кандидатов в президенты Республики Беларусь. Мы снова в прямом эфире. В студии присутствует Вячеслав Францевич Кебич, Александр Григорьевич Лукашенко. Я не буду напоминать вам о правилах проведения дискуссии, вы с ними знакомы. Как всегда, в студии присутствуют юристы Центра избиркома. Но сегодня, в отличие от вчерашнего дня, наши теледебаты проходят в форме встречи прессой, с представителями прессы. Я коротко представлю вам журналистов, которые сегодня пришли на нашу встречу. Александр Старикевич, «Известия», Татьяна Чебет, «Новая ежедневная газета», Москва, Павел Якубович, «Народная газета», Юрий Дракохруст, «Радио Свобода», Вячеслав Зинькович, агентство «Интерфакс» и Николай Васьков, «Белорусский час». Ну, возможно, возникнут вопросы, почему именно эти журналисты пришли к нам сегодня в студию, почему только 6 человек и так далее. Дело в том, что кандидатуры журналистов согласованы командами обоих кандидатов в президенты. И, в общем, каждый из тех людей, представителей журналистского корпуса, как раз отличается тем, что суждения их всегда независимы были. Они подвергали критике программы как того кандидата, так и другого. Поэтому, в общем-то, их вопросы, как нам показалось, и показалось кандидатам в президенты Республики Беларусь, будут объективными, направленными от имени массовой аудитории газет, агентств и так далее, и так далее. Работы у нас сегодня много. Приступим. Мы договорились о регламенте. По одному вопросу задает каждый представитель прессы, ответы, потом еще по одному вопросу. Таким образом, мы за 40 минут по 2 вопроса каждого журналиста будут освещены кандидатами в президенты. Таким образом, я предлагаю Александру Старикевичу. Пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо. Оба кандидата много внимания в своих программах уделили проблеме коррупции. Мой вопрос связан непосредственно с документом, и я бы хотел, чтобы оба претендента его получили. Хорошо, Александр. Пока претенденты будут изучать документ, пожалуйста, озвучьте его, как говорят. Все мы хорошо наслышаны об успехах супруги Вячеслава Францевича Елены Кебич в коммерции. Достаточно вспомнить прошлогоднюю историю с закупками очковых оправ и лабораторных весов на $3 миллиона. Как оказалось, на ниве благотворительности она действует не менее успешно. Это постановление Совета министров Республики Беларусь, подписанное Вячеславом Кебичем, которым он передает во владение Белорусскому фонду социальной поддержки детей и подростков «Мы детям» пионерский лагерь «Зубренок», стоимость которого сейчас оценивается в миллиардах рублей. Хотелось бы знать, каким образом кандидаты намерены бороться с подобными явлениями вообще и с Еленой Кебич в частности. Спасибо, Александр. Я думаю, следующие вопросы будут немножко покороче. Вячеслав Францевич, пожалуйста, для ответа 1,5 минуты. Я хочу ответить, что опять-таки эта попытка обвинить в этой борьбе мою жену является, в общем-то, подходом каким-то, я бы сказал, весьма нелогичным и аморальным. Моя жена нигде не работает и никакого отношения ко всем этим постановлениям и к любой деятельности не имеет никакого отношения. Она вообще сидит дома после того, когда ее обвинили в незаконных якобы действиях, где она не имела никакого отношения, и подписи не имела никакого отношения, поэтому она сегодня находится дома и сидит и смотрит также вот эти вот дебаты по телевидению. Если Спасибо. вы не знаете, то я скажу, что она является вице-президентом этого фонда. Это фонд, основанный на добровольных началах, и вообще за это денег она не получает. Так, спасибо. Вы использовали 45 секунд вместо 1,5 минут. Пожалуйста, Александр Григорьевич. На этот же вопрос? Да, если угодно. Я ничего не хочу добавить к этому вопросу. Если премьер-министр говорит, что его жена сидит дома, значит, мне остается только как председателю комиссии изучить этот документ, представленный Александром Старикевичем, потому что и ему не верить у меня нет никаких оснований. Мы обязательно изучим этот документ. Думаю, Вячеслав Францевич тоже против этого возражать не будет. Ничего не имею. И я вообще хотел бы сказать, что нас, наверное, основательно и справедливо вчера подвергли критике о том, что мы мало говорили о
глубине нашего кризиса и выхода из него. Поэтому вы заметили, я вчера даже не говорил о тех проблемах коррупции, хотя это одно из центральных звеньев моей программы. Я думаю, что мы этот вопрос рассмотрим принципиально. Негоже нам за день до выборов вести на эту тему разговор. Думаю, после выборов, кто бы ни пришел к власти, он реализует свою программу, связанную с проблемами антикоррупционной деятельности. А это постановление, Александр, мы рассмотрим и вам письменно обязательно дадим ответ. Такие факты у нас были уже. Спасибо. Пожалуйста, Татьяна Щебет, «Новая ежедневная газета». Спасибо. Будьте любезны, доколе в Беларуси будут преследовать инакомыслящих? И когда перестанут приходить в классик те, кто подавляет человеческое достоинство собственных сограждан? Александр Григорьевич, пожалуйста. Что касается инакомыслия, я вам должен сказать, что я людей этих никогда не приветствовал. Я вообще ненавижу людей, которые пытаются придавить людей, которые мыслят иначе. Очень просто сегодня руководителю государства или же какому-то государственному органу задавить, простите меня за это слово, человека за то, что он думает не так. Хочу сказать, вы спросили, до каких пор. Я в этой предвыборной кампании, все мои избиратели это знают, натерпелся и продолжаю терпеть довольно много со стороны официальных органов власти. И поверьте, кому как не мне, предпринять необходимые действия для того, чтобы из жизни нашей это искоренить. Я это в последний миг нашей предвыборного марафона нашего связываю еще и с тем, что в последнее время развернулась страшная агитация, чтобы сорвать эти выборы. Людей просто давят на местах для того, чтобы они не шли голосовать или голосовали так, как кому-то хочется из государственных служащих или хозяйственных руководителей. Обещаю, что этого в Республике Беларусь не будет. Спасибо, Александр Григорьевич. Я бы Вячеслав хотел Иванович. ответить на ваш вопрос так. Он, во-первых, не конкретен. Докуда будет инакомыслие подавляться? Я хочу слышать примеры. Кого, где оскорбили, подавили его волю. Наступление на права человека было. Я думаю, всегда в этом случае можно обратиться в любые судебные органы, в прокуратуру, которые должны рассмотреть эти вопросы. Лично ко мне, как председателю Совета Министров, жалоб каких-либо по этому поводу не было. Мне кажется, здесь идет обыкновенный процесс. Вот когда сказали, что мы кого-то давим, то вот давим и давим, давим. Да пора уже привести примеры, пора назвать, кого преследовали, за что преследовали, где человек обратился в суд, где судебные органы не рассмотрели. Поэтому я считаю, что в этих вопросах надо задавать вопросы конкретно. И никто никого не преследует, и никто нигде не обращался в судебные органы. Красноречивый пример мой коллега Александр Старикевич, которого решили аккредитацией в белорусском МИДе. Я думаю, что это МИД. И поэтому, я насколько понимаю, Старикевич, ваш коллега, куда-то обращался, если я не ошибаюсь. И, наверное, вопрос будет рассмотрен. И это ведь не, опять-таки, не преследование человека. Почему вы считаете, что отказ в аккредитации – это есть преследование человека? Эта страна определяет, кто должен представлять ту или иную газету. Спасибо, как раз 1,5 минуты. Пожалуйста, Павел Якубович, «Народная газета». Я уже заметил, что мы здесь вот только с коллегой из «Белорусского часа» представляем местную прессу, в основном здесь московские издания и издания дальнего зарубежья. Поэтому особая, такая сказать, ответственность лежит, может быть, на нас. Дело в том, что «Народная газета», я должен предупредить господ будущих президентов, очевидно, будет в такой конструктивной оппозиции к ним, когда такой институт у нас появится. И в связи с этим вот что. Мне не очень, честно говоря, понравилась идея теледебатов, потому что чрезвычайно жесткие рамки ее поведения, жесткая постановка вопросов, ну, в общество дают инъекции, так сказать. Павел Иванович, прошу вас, короткий, конкретный вопрос, так все сказать, ждут. Тем не менее, я мысль свою выскажу. Вы знаете, теледебаты не очень, по-моему, присущи, так сказать, вот, ментальности нашего общества. Я вспоминаю, как в Соединенных Штатах Буш сказал о Клинтоне в свое время, что это красивый мальчик играет на саксофоне, но моя собака умнее его.
все очень рассмеялись. И тем не менее Клинтон был избран и не стал преследовать Буша. Я в связи с этим очень надеюсь, что после 11 числа у нас тоже не начнется сведение счетов с обоих сторон. А вопрос мой следующий обоим кандидатам в президенты. Очень много есть информации о том, что выборы готовятся сорвать, о том, что готовятся манипуляции, скажем, с транспортом, о том, что идет агитация против выборов, и даже о том, что готовятся некие левые бюллетени. Я бы хотел узнать о реакции и Вячеслава Францевича, и Александра Григорьевича по этому вопросу, и их действия по пресечению такового. Вячеслав Францевич, пожалуйста. Я отвечаю. Я вчера, когда обращался к телезрителям, очень призывал, чтобы все пришли на выборы. Сегодня мой первый заместитель, ввиду того, что я был занят другими вопросами, обзвонил все области и настойчиво, просто настойчиво, я бы сказал, не только просил, но умолял для того, чтобы и избиратели пришли на выборы. Мы даже доставили в некоторые отдаленные районы даже бензин, другое топливо для того, чтобы подвести тех, кто хочет голосовать. Я отношусь отрицательно, если кто-то призывает к тому, чтобы бойкотировать выборы, и, во-вторых, я отношусь отрицательно к потасовке результатов. Это мое однозначное мнение. И я думаю, что в своем обращении сегодня Мячеслав Иванович Гриб, председатель Верховного Совета, сказал очень правильно, что законодательные судебные органы разберутся потом с теми, кто допустит такие нарушения. Спасибо, минута. Пожалуйста, Александр Григорьевич. Я, в общем-то, Павел Изотович, вам благодарен за этот вопрос. Я готовил высказать свою точку зрения по этой проблеме в конце. Вы перехватили ее, спасибо. Вячеслав Францевич, я хочу вам передать сегодня один документ. Здесь 12 моментов, зафиксированных нами по поводу срыва выборов. Я, опять же, вас не упрекаю. Может, вы о них и не знаете, но я специально попросил Леонида Синицына подготовить этот документ. После ваших контактов с Поздняком и Трусовым, вы знаете, и, может быть, это не ваша проблема, а того же Гриба, он знает, что они выступили с предложением бойкота выборов. Вы знаете, что люди из правительства, которые туда поехали, проводят аналогичную политику. Я уже говорил о том, что мы проводим выборы не в выходной день. Вы знаете, что отдельные директоры предприятий хотят понедельник, вторник объявить выходными днями, чтобы люди не вернулись с дач. Прав, Павел Изотович, мы тоже получили информацию о том, что общественный транспорт, в том числе электрические автобусы, хотят приостановить в это время, чтобы люди не вернулись до 22. Членам избирательных комиссий даже говорят о том, не приходите в этот день на выборчие участки. До сих пор многие не открыты избирательные участки. Это, конечно, проблема Центральной избирательной комиссии. Военнослужащие из Министерства обороны выехали в населенные пункты и сегодня агитируют, чтобы туда не пошли. И факт. МВД, засеките мне время, пожалуйста, потом хорошо. вычтите их. Значит, действительно, у нас есть факты, что в Молодежнинской типографии МВД отпечатаны в одной 450 тысяч, в другой 1 миллион фальшивых бюллетеней. Но разница между тем, где печатали в Доме печати и, допустим, МВД есть. И это специалисты уточнят и скажут. И последнее. Фельдъегерской связью вот эта ложь и клевета от имени премьера распространяется по всей республике. Я могу тоже вам показать 7 листовок с фельдъегерской связью, которая секретные документы должна распространять. Вот эти факты, я вам их передам. Спасибо, 2 минуты 45 секунд. Вы экономию свою исчерпали. Так, ну, в общем, выяснилось, что за 1,5 минуты можно очень много чего сказать, поэтому я заранее хотел бы предупредить журналистов, что если образуется экономия, возможно и третий вопрос, и четвертый. Сейчас вопрос Юрия Дракохруста, Радио Свобода. Уважаемые господа кандидаты, вы оба ратуете за тесный союз с Россией. В этой связи у меня к вам вопрос. С вашей личной точки зрения, каков минимальный объем суверенитета, минимальный набор элементов суверенитета, которые нельзя уступать ни при каких обстоятельствах? Спасибо. Так, Александр Григорьевич. Должен вам ответить весьма кратко, в связи с тем, что я, наверное, перебрал. Я суверенитет объемом не измеряю. Спасибо, 10 секунд. Я отвечу так, что суверенитет должен быть сохранен. Мы вступаем в экономический союз,
такой же союз, какой вступают все европейские страны, в том числе и тот союз, который сейчас образует такие страны, как США, Мексика и Канада. Пользуясь случаем, я хочу ответить, почему Александр Григорьевич мне хочет отдать документы. Я к этому не имею никакого отношения. Пусть он отдает их в Центр избирком. Я еще раз говорю, мы нигде не призывали ни одного человека к тому, чтобы не выходили люди на выборы. Наоборот, я хочу, чтобы люди вышли на выборы, и сегодня еще раз подтверждаю, приходите, чтобы каждый из вас потом не каялся, чтобы вы не отдали свой голос за того или иного кандидата. Поэтому я отрицаю все обвинения, которые высказаны были здесь в связи с выборами. А это дело Центр избирком, это не дело кандидата в президенты. Спасибо, 50 секунд занял ответ. Так, пожалуйста, Вячеслав Зинькович, агентство «Интерфакс». У меня скорее вопрос больше к Александру Григорьевичу, конечно, чем к Вячеславу Францовичу. Вчера во время теледебатов вы, Александр Григорьевич, так и не ответили четко о вашей модели, каким образом вы собираетесь в случае избрания президентом до 1 января 1995 года обеспечить продажу белорусских тракторов и прочей техники за рубеж. Я прошу прощения, но все-таки по регламенту будет отвечать первый Вячеслав Францович, а потом Хорошо. Хорошо. Пожалуйста. Я хочу ответить очень коротко. Сегодня поступило и в «Панораме» зачитывалось письмо директора, там не директора, 4 человек от Минского тракторного завода, которые заявили о том, что они не имеют вопросов по сбыту тракторов. Что фактически не надо ничего предпринимать для того, чтобы был сбыт трактора. Тракторный завод работал все время, работал без перебоя, фактически не останавливался, выпустил тракторов больше, чем все тракторные заводы бывшего Советского Союза. Сбыт идет как на внутреннем рынке России, так и за СКВ. И поэтому, извините, проблема этой для тракторных заводов не существует. Точно так же, как ее не существует ни для завода холодильников, ни для завода телевизоров. Заводы работают спокойно, реализуют свою продукцию. Спасибо. В отличие от своего оппонента, я должен заявить, если он не видит проблему с производством тракторов в Республике Беларусь, я ее вижу. Он прекрасно знает, что Республика Беларусь выпускала в год, по-моему, Вячеслав Францович, 110 тысяч тракторов. В ваши лучшие годы, когда вы работали председателем Государственного планового комитета. Примерно столько. Сегодня в «Панораме», во-первых, все переврали, что было вчера. Я не знаю, кто готовил эту информацию, в том числе и по вывозу валюты, как будто я говорил о том, что она незаконна. Я поставил вопрос. И считаю, что вывоз валюты – это финансирование зарубежной экономики. Что касается информации по тракторному заводу, ну, наверное, директор или те 4 человека, о которых вы говорите, которые подписали, думают, что Лукашенко не знает, сколько за год выпускалось тракторов. Они сказали 25 тысяч за полгода. Так представьте, мы же наполовину практически сократили производство тракторов. Вот и проблема. Что касается, Вячеслав, вашего вопроса, я уже специально не отвечал на этот вопрос, думая о том, что никто не будет давить на эту проблему. Скажу вам прямо, поскольку у меня от второго вопроса осталось Есть, у вас минута секунд, 20 еще экономить. Да. Я вам хочу сказать, что для того, чтобы запустить предприятие, сегодня надо закупить ресурсы и энергоресурсы. И для этого надо реализовать ту продукцию, которую мы по своему шарлатанству, простите меня, накопили на складах. Помните, мы обещали людям 1 января поменять деньги белорусские на русские. И предприятия ждали. Вот 1 января, вот 1 апреля, вот 1 июня. Таким образом, накапливая продукцию на складах. Накапливали, не поставляя, в том числе и в Россию, и велосипеды, и тракторы, и другую продукцию. И этим самым потеряли там рынок. Вы же знаете, что вместо жигулевского пива сегодня продают какое пиво? В России австрийское, Хольстен. И вместо минских велосипедов харьковские велосипеды. Мы таким образом потеряли рынок. Поэтому сегодня надо снизить цену, реализовать свою продукцию и снизить цену на энергоносители и ресурсы, которые мы будем поступать с Россией. Это переговорный процесс. И я 2 дня тому назад об этом говорил, что у нас состоялся разговор с российскими предпринимателями, представителями государственных структур, серьезных людей, которые реализуют в России нашу продукцию. И прошу вас отметить,
что мы не настолько наивны, чтобы бросать такие обещания. Ведь мы взяли обязательство к 1 января это сделать. И здесь не только вопрос тракторного завода. Здесь вопрос и БелАЗа, и МАЗа, и так далее. Вывести еще на 100% уровень производства этой продукции. Спасибо, и мы Александр ее намерены Григорьевич. сделать. Ваша экономия исчерпана. Пожалуйста, вопрос Николая Васькова, «Белорусский час». Щекотливая тема – торговля оружием. Здесь и моральный, и финансовый аспект. Скажите, пожалуйста, так надо нам продавать оружие или нет? Если да, то на каких условиях? И как вы думаете, кто бы из вас не пришел к власти, как вы думаете загружать работой предприятия военно-промышленного комплекса? Александр Григорьевич, пожалуйста. Я понял ваш вопрос и подтекст этого вопроса. Если в государстве существует избыток оружия, его надо продавать. Но та проблема, которую я всегда подчеркивал, не относится к проблеме продавать или не продавать. Та проблема лежит в плоскости как продавать, за сколько продавать. Вот в чем, уважаемый Николай Андреевич, сегодня проблема. И продавать по 50-70 долларов карабин СКС или по 110 долларов автомат. И куда будут поступать эти денежные средства? Я упрекал Козловского и его команду, в том числе и Тушинского, который за спиной Козловского творил подобные вещи, что они делали это в ущерб Республике Беларусь. И я готов в суде, это дело находится, доказать и представить соответствующие документы. То есть, Василий Андреевич, Николай Андреевич, надо продавать, если его продавать, оружие, для того, чтобы государство от этого имело прибыль. И последнее. Государство должно продавать это оружие, а не несколько, 3, по крайней мере, когда мы изучали эту проблему, коммерческие структуры продавали это оружие. Белтрансавиаэкспорт, Беларусь Инторг и еще одна структура. Так куда это годно? Что у нас такая большая республика, что мы распылили эту продажу оружия? Вот в чем проблема, а не в том, надо или не надо. Спасибо, ровно 1,5 минуты. Вячеслав. Я в очень затруднительном положении. Дело все в том, что каждый раз, когда Александр Григорьевич говорит, он перевирает факты. Я больше отвечать на его факты не буду. Я буду отвечать, только одно, что никогда тракторный завод не производил более 100 тысяч тракторов. Его потенциальные возможности были 75 тысяч. А теперь об оружии. У меня здесь есть Тульский оружейный завод, все время показывают вот этими документами, я тоже показываю его. Вот здесь сказано, что СКС продается Тульским оружейным заводом за 80 долларов. Наш старый СКС мы продали тоже за 80 долларов. Так что паритет, только разница в том, что наше оружие пролежало давно на складах, а Тульский оружейный завод продал новое оружие. Мы продаем оружие только после того, когда компетентные органы и государственная комиссия во главе заместителя председателя Совета Министров изучит этот вопрос. И поэтому никто не имеет права продать, никакая коммерческая структура. И коммерческих структур нет. Они все государственные структуры, и есть право от председателя Совета Министров и от правительства. И дальше последний вопрос. Конверсия предприятий. Я заявляю сегодня, что мы конверсией будем заниматься. Мы будем работать на Россию, которая выгодно сегодня размещать наши заказы. Мы постараемся вернуть тех рабочих, которые остались сегодня на военных предприятиях без работы, и с возможной даже компенсацией, которые они потеряли, учитывая то, что они не работали. Спасибо, ровно 1,5 минуты. У вас еще экономия минута 50. Так, приступаем к следующему раунду вопросов. Снова Александр Старикевич. Известия, пожалуйста. Вольтер как-то сказал, чтобы добиться успеха в этом мире, недостаточно быть просто глупым. Нужно еще иметь хорошие манеры. Как вам кажется, чего вам больше не достает? Пожалуйста, Францович. По крайней мере, может быть, мне не достает сегодня находчивости. Может быть, мне не достает того нахальства, которое есть у некоторых других. А что касается глупости, это дело судить другим, но не мне. Спасибо. Вы сэкономили минуту 15 еще. Пожалуйста, Александр Григорьевич. Я так понял, что и нахальства, и настойчивости у Лукашенко должно хватать. Пусть будет так. Спасибо. Тоже экономия. Короткие вопросы, короткий ответ. Пожалуйста, Татьяна Щебет. По подсчетам независимых экспертов, потери российского бюджета от объединения денежных систем России и Беларуси на начальном этапе составят 1,4 миллиарда долларов. Доходы, которые могла бы получать от России за транзит через ее территорию,
пользования ее воздушным пространством и размещения российских вооруженных сил составляет 4-5 миллиардов долларов. Официальные лица Беларуси отказались дать конкретные цифры, связанные с этой проблематикой. Будьте любезны, господа претенденты в президенты, об объединении денежных систем в интересах каких народов идет речь? Так, Александр Григорьевич, пожалуйста. Странный вопрос, Татьяна. Если это касается Белоруссии и России, то, естественно, это в интересах не Израиля и его народа, и американского народа. Это это первый ответ. Что касается ваших расчетов, смею уверить, это лично ваши расчеты. Когда-то вот с этим человеком в сентябре месяце, когда мы подписали первое соглашение с Россией, я смел задать подобный вопрос в России и сказал, ну, знаете что, все-таки у вас одно окно на запад, вот транзит, вы должны за это заплатить, и мы с вас вроде это потребуем. Тогда один из экспертов положил на стол мне документ, говорит, Александр, читайте, вы грамотный человек, экономист. И вот я, как экономист, прочитал и прослезился. С Тюмени до Белоруссии транзит белорусской нефти, которую мы потребляем, 5000 километров. Заплатите нам, пожалуйста. Мы хозяева этой нефти, а мы вам заплатим за 600 километров. Когда я увидел эти расчеты, мне все стало ясно. Поэтому советую вам, Татьяна, все-таки глубже знакомиться с этими проблемами, для того, чтобы сделать вот такие, соответственно, глубокие выводы, в чьих это интересах. Я думаю, что в интересах русского и белорусского народа. Надо немножко дальше смотреть. Так вот, этот человек заявляет, что вы действительно ошиблись, что стоимость содержания и транзита со стороны России через Беларусь 1,9 миллиарда долларов. Но давайте не будем считать деньги. Я тоже считаю, что это в интересах обоих народов. Но давайте представим себе, что мы отказались бы и заявили, что платите за транзит. Кто мешает сегодня России этот транзит сделать через территорию Украины или через территорию Калининградской области или прибалтийских государств? У них есть очень много путей. Поэтому я подтверждаю, что это в интересах только белорусского и русского народа, или российского народа. Вот чья это выгода. И не надо манипулировать здесь цифрами. Спасибо, 45 секунд экономия. Так, Павел Якубович, Народная газета. Товарищи кандидаты в президенты, я думаю, что и телезрителям, и читателям Народной газеты было бы, конечно, интересно и важно услышать о том, как бы нам обустроить Белоруссию, так я немножко перефразирую Александра Исаевича Солженицына. Но, видимо, действительно времени маловато, поэтому у меня вопрос несколько суженный и специальный, может. Вы знаете, меня крайне беспокоит состояние наших средств массовой информации. Дело в том, что вот период предвыборной кампании показал, что наша пресса, а это, по сути дела, один из основных демократических институтов, выглядели просто жалко, когда вот эти... В общем, все было, так сказать, настолько нелепо, и это вызвало и у Вячеслава Францевича известное недовольство, и у Александра Григорьевича. Я очень хочу думать, что из этого будут извлечены серьезные Павел Изотович, выводы. пожалуйста, вопрос. Убедительно вас просим. Хорошо, есть и вопрос в конце. Я бы хотел услышать, что думают кандидаты в президенты о будущем прессы и как они видят правовое состояние средств массовой информации после того, как они станут президентами Республики Беларусь. Вячеслав Францевич. Пресса должна быть свободной и работать в рамках закона о средствах массовой информации. Если закон несовершенен, значит его надо поправлять. Ну а так как она сегодня работает, действительно, наверное, довольных просто нет. Потому что пресса работает по принципу, кто больше пообещает или кто ласковее об этой прессе скажет, тому она и служит. Так пресса работать не должна. И уж сколько мне достается от вашей Народной газеты, то мне кажется, что она вообще не государственный орган, а какой-то орган, который работает извне по заданию других разведок. Разведок даже. Так, 50 секунд экономия. Александр Григорьевич, Я по пожалуйста. заданию КГБ работаю. в Нет, вы Беларуси. нет. Спасибо. Да, пожалуйста. Вы включать? Да, естественно. Значит, что касается контрразведки и других разведок, я не могу сказать. Я, наоборот, в знак благодарности в этой гонке. Мало было прессы
которая меня поддерживала. Но тем не менее я пригласил этих людей, которые, ой, как били меня и очень часто. Даже тех, которых я пригласил, и вот Александр Старикевич и так далее. Да ну бог с ним, я уже сказал, что было, то было. Но я видел, что такое зависимая пресса. Я видел политику по отношению к прессе. Бумага кончилась, закончилась, дам, если напишешь то, что надо. Посмотрите, во что превратили «Знамя юности». Желтая бульварная газета. Потому что около 2 миллиардов или 1,5 миллиарда неделю назад, по моей информации, долгов. Конечно, она такая и будет. Поэтому мне проще на этот вопрос отвечать, Павел Изотович. Я после первого тура сделал от своего имени заявление 2. И второе было по прессе. Я считаю, пресса должна быть независимой, а поддерживать ее надо одной строкой в бюджете. Записали поддержку по таким-таким критериям Народной, Советской, Беларуси и прочим, и точка. И редактор не должен ходить ни к председателю Совмина, ни к президенту и вымаливать на коленях средства для того, чтобы вышла газета. А виноваты то мы, руководство, потому что инфляция дикая, и вы не можете сориентироваться в этих ценах. Я убежден, что пресса должна быть свободной, никакой политической цензуры, а поддержка той прессы, которая выполняет и блюдет государственные интересы. Спасибо за счет экономии, но у вас еще есть минута. Так, пожалуйста, Радио Свобода, Юрий Дракохруст. Существует точка зрения, согласно которой коррупция – это прямое следствие государственного вмешательства в экономику, за которую вы оба ратуете. Схема такая: больше государства, больше чиновников, больше коррупции. А какова ваша точка зрения? В чем причина коррупции? Спасибо. Пожалуйста. Вы знаете, я должен с вами не совсем согласиться, Юрий. Это не только причина тому плановая экономика. Вы знаете, уровень коррупции в суперплановой социалистической системе у нас был значительно ниже, чем сейчас. Прирынковый, как мы ее сегодня называем. Поэтому должен с вами не согласиться с вашим выводом. Но вы действительно правы. Когда государство, а государство это правительство, это чиновник, чрезмерно начинает вмешиваться в экономику, это действительно является одной из причин коррупции. Что касается вашего упрека, я его не принимаю. Я не писал в своей программе о вмешательстве. Я говорил о государственном регулировании экономикой со стороны государства. Государственное регулирование присуще даже сейчас практически всем государствам, только в разной степени. Что касается моего тезиса и посыла, что на данном этапе мы будем регулировать экономику со стороны государства, это так, потому что у нас сегодня больше 80% государственной собственности. И государство обязано, должно, как собственник, управлять этим сектором экономикой. И мы будем управлять этим сектором экономикой, начиная от регулирования цен на многие виды товаров. Кстати, в Японии на 80 тысяч наименований товаров в такой ситуации японское правительство регулировано. То же самое было и в Германии. Поэтому надо опыт людей учитывать, которые проходили такие этапы, и мы будем регулировать и цены, и что касается непосредственно управления предприятием, вплоть до замены определенных кадров на государственных предприятиях. Это действительно так, но это не вмешательство, это государственное регулирование со стороны собственника. Это соответствует нашим законам. Ну, во-первых, правительство – это не государство. Государство – это более сильная система и не состоит из одного правительства. Это система управления сверху донизу. И поэтому нельзя отождествлять государство с правительством. Это во-первых. Во-вторых, коррупция существует и там, где нет государственного регулирования. Во всех капиталистических странах есть коррупция и ведется решительная борьба с ней. Я также стою за то, чтобы мы вмешивались в дела тех предприятий, где есть государственная форма собственности. И здесь можно решительнее бороться с коррупцией. Труднее бороться с коррупцией там, где есть чисто рыночные отношения. Поэтому я считаю, что борьба с коррупцией должна проходить только в рамках закона, а не волевым порядком. Спасибо. 45 секунд. Пожалуйста, Вячеслав Зинькович. Скажите, как, придя к власти, вы собираетесь ликвидировать дефицит бюджета? Я хочу сказать, мой ответ, да? Да. Я хочу сказать, что лично я
такого вопроса перед собой не ставлю. Дефицит бюджета не может быть сокращен до нуля. В этом случае, если будет сокращен вообще дефицит бюджета, и он будет ниже пределов тех, которые есть, имеют разумные рамки, а это 5-6%, в этом случае инвестиции не поступают в развитие экономики. Сегодня надо допускать дефицит бюджета, потому что мы должны за счет этого строить школы, больницы, мосты, крупнейшие заводы по производству товаров народного потребления. И поэтому дефицит бюджета был, есть и будет. Он есть во всех странах. И предел сокращения дефицита бюджета должен быть разумный. Спасибо. Александр Григорьевич. Вопрос, Вячеслав, абсолютно верный. Здесь речь шла не о том, чтобы сократить государственный бюджет до нуля, по-моему, так вопрос вы не ставили, а то, что мы должны сократить дефицит государственного бюджета, это правильно. Сегодня, с учетом скрытого дефицита, задолженность Минэнерго задолженности, у нас дефицит 100% по данным Министерства финансов, которые вчера мы получили из правительства. Это абсурд. Поэтому сокращать нужно, сокращать придется, а сокращать очень просто. Есть статьи доходов, есть статьи расходов. Для того, чтобы его сократить, надо увеличить доходы и сократить расходы. Мы предлагали, и первая статья – это сокращение непомерно огромного чиновничьего аппарата сверху донизу и другие направления. Я думаю, что везде мы можем найти и за счет экономии в том числе. Поэтому ваш вопрос абсолютно верен, есть соответствующие статьи, и по этим статьям можно всегда найти определенный процент для того, чтобы бюджет ввести в нормальные рамки. Ну хотя бы, как Вячеслав Францевич говорит, 5-6%, но не 100%. Спасибо, у вас экономия 15 секунд. Так, Николай Васьков, Белорусский час. Наверное, это будет последний вопрос сегодня. Уважаемые кандидаты в президенты, в ходе вчерашних дебатов все-таки кое-что осталось неясным. Ну, например, с тракторами сейчас вот выяснили. А вот что касается лекарств. Александр Григорьевич вчера заострил вопрос, но не раскрыл его. А Вячеслав Францевич как бы ушел от ответа. Может, мы вернемся к этому вопросу? Что там с этими на 40 миллионов долларов лежит на складах лекарств? Пожалуйста, Александр Григорьевич. Уважаемый Николай Андреевич, цитирую вчера самого себя. На 1 января 1994 года на складах Министерства здравоохранения, и я упрекнул Вячеслава Францевича, в том, что в республике находилось на 1 января на 40 миллионов рублей лекарств. Мы вместе долларов, прошу прощения, долларов 40 миллионов, мы пригласили к себе, я лично, как председатель комиссии, мы изучаем эту проблему в комиссии, пригласили к себе замминистра и потребовали, дайте, пожалуйста, ответ, почему. Ответ последовал, да, на 1 января было столько, 3 недели тому назад осталась половина, 20 миллионов. Это тоже колоссальная сумма. Когда я спросил, почему, он ответил, у больниц нет чем заплатить. Тогда я ему сказал, это цинизм по отношению к собственному народу. Он уже за это заплатил, и надо было отдать в долг. Мы живем в одном государстве. Вот что я имел в виду. Я думаю, что в ближайшее время мы закончим это расследование и полностью материалы опубликуем в печати. Спасибо, ваше время исчерпано. Сейчас отвечает на вопрос Вячеслав. На складах сегодня 10 миллионов долларов лекарств. По норме должно быть 40. И все, что есть на складах, есть в аптеках. И я должен сказать, если мы думаем, что у нас не может быть бед, если у нас не может быть, допустим, сегодня каких-то заболеваний, типа таких, которые могут косить сегодня людей, то тогда, конечно, лекарств можно на складах и не иметь. Но всякие бывают беды, и всякие бывают болезни, поэтому на складах должны быть лекарства. По норме должны быть лекарства. И ничего я здесь не вижу такого. И, пользуясь случаем, хочу ответить. Если бы дефицит бюджета был 100%, любое государство давным-давно уже бы развалилось. И Министерство финансов справки уже не давало, потому что его просто бы не было. Оно никому такое Министерство финансов не нужно. Я хотел бы отметить, как хранитель времени, что и сегодня Вячеслав Францевич не добрал, например, сегодня 6 минут 05 секунд.
У Александра Григорьевича только 15 секунд экономии, поэтому, Вячеслав Францевич, на правах хозяина студии я предоставляю вам еще несколько слов для того, чтобы завершить разговор. У вас все-таки есть моральное Ну, давайте право я, на это. как и вчера, давайте я... Спасибо, поделимся, Вячеслав. Да, и давайте я 2 Спасибо. минуты готов отдать Александру Да. Григорьевичу. Спасибо. Так отдаете или завершаете? Как решаем все-таки? Нет, даю Что вы не 2 понимаете, минуты, а что сам дает потом после человек? этого должен Эдуард воспользоваться. Теперь я своим временем. понял, но мне нужно знать Вы точно, давно пожалуйста. должны были понять. По вопросу еще у нас не будет времени. Итак, завершаем, пожалуйста. Уважаемые граждане, дорогие товарищи, сегодня заканчивается президентский марафон. Я-то наверняка уже в эфире больше не буду, не будет такой возможности. Дай Бог, чтобы у нас лекарства, которые накапливаются на складе на разные случаи, не попали на этот рынок вещевой и другие. Мы на это будем надеяться и будем работать в этом направлении. Кто бы ни был избран, я или Вячеслав Францевич, я думаю, он эту позицию поддержит. Единственное, в заключении хочу вас попросить. Вы нас увидели обоих вблизи. Прошу вас об одном. Не поддавайтесь на провокации. Придите, пожалуйста, на выборы. Выборы должны пройти. Потому что, кроме всего прочего, о чем я говорил, и за нашими спинами новая волна разыгрывает в своих интересах игры политические. Нам нужно избрать первого президента Республики Беларусь 10 июля 1994 года, чтобы положить предел этому хаосу и беспорядку, который наличествует в нашей экономике, в нашем обществе. Я зову вас на выборы в воскресенье. Не применяйте, пожалуйста, полдня дачного на судьбу свою и собственных детей. Спасибо вам, Вячеслав Францевич, за 2 минуты. Спасибо, Александр Григорьевич. Вячеслав Францевич, ваше завершающее слово. Сколько минут? Ну, у вас-то вообще этих минут много, целых 6 накопилось. Я бы хотел, поскольку мы не тронули еще ни сельское хозяйство, пусть кто-нибудь мне задаст вопрос по сельскому хозяйству. Так, вот, Пожалуйста. На урожай. Виды на урожай, да? Традиционный, но очень важный для всех нас. Я должен сказать хорошее. Вы можете меня спросить, почему я так уверенно заявляю? Ну, я, во-первых, ссылаюсь на погодные условия. Во-первых, на Господа Бога, если можно так сказать. И на третье, на нас самих. Люди, труженики сельского хозяйства работают. Работают, не занимаясь политикой. Работают, не глядя, что им трудно. Мы сумели дать все для того, чтобы работники сельского хозяйства посеяли. Теперь идет уборка трав. Готовимся к уборке урожая. Мы опять оказали помощь. Итого помощь составила 2,5 триллиона по 6,5% белорусских рублей. Я думаю, что этим самым мы обеспечим урожай. И все-таки я еще раз заявляю, что пошла нефть по $20. Это 2 миллиона тонн нефти. Это все нам говорит о том, что мы уберем урожай. И поэтому я сегодня низко кланяюсь всем труженикам полей. И хочу сказать нижайшее вам спасибо. Спасибо за то, что вы сегодня делаете все для того, чтобы урожай был, для того, чтобы мы были не в голоде и не в холоде. А теперь хочу заявить, не верьте к тому, что кто-то агитирует за завал выборов. Если агитируют, так это действительно может быть третьей силы, и это действительно есть. Я за то, чтобы выборы состоялись, и я еще раз призываю каждого гражданина, каждого избирателя, пришедшего к урнам, подумайте, за кого голосуете, подумайте за свою судьбу и за судьбу своей Белоруссии. И я хочу сказать, что разум победит.